Родился в Москве, прожил 35 лет в Москве, отучился, закончил институт, специальность информационной системы в экономике. Дальше работа в основном по специальности, это внедрение различного рода информационных систем в различного рода масштабах компаний. Перед тем, как попасть в Республику Коми, из серьезных занимаемых должностей, это заместитель начальника департамента информационных технологий РАО ЕС, где отвечал за построение информатизации в самом холдинге. Как поступило предложение и почему не отказался? После того, как закончилась РАО ЕС в 2007-2008 году, хотелось большой настоящей задачи, потому что просто уже повторять одну и ту же рутинную работу выстраивания IT даже в крупной компании немножко скучно и неинтересно. И я просто не знал, какая это может быть задача. Я постоянно просил, чтобы мне ее дали. Вот. Ну и, соответственно, в один прекрасный момент мне позвонил мой знакомый, сказал, что есть такого рода задача. Если тебе интересно, то я готов организовать встречу с главой Республики Коми для того, чтобы это обсудить. Мы встретились. Удобно то, что у Вячеслава Михайловича действительно такое же образование, как у меня. И, в общем-то, у нас одна альма-матер, Московский экономико-статистический институт. Поэтому мы профессионально разговаривали на одном языке. И когда он говорил о тех задачах, которые перед ним стоят, это прежде всего выстраивание государственного IT, которого физически не было в регионе. Второе, не менее важное, не менее значимое, это как раз получение политического иммунитета у региона в связи с тем, что федеральные органы власти не имеют к нам претензий в части выстраивания IT, в части реализации всех задач. Ну и дальше это амбициозная задача, это получение имиджа, построение имиджа республики как прогрессивной республики в области информационных технологий. Бога же нельзя гневить. Если просил задачу и тебе дали эту задачу, то что нужно? Нужно соглашаться. Ну и дальше, как в старом добром фильме. Как здесь оказался? Стреляли. Конечно же, там самое первое и самое крупное достижение, которое было в области IT в республике, это система электронного документооборота. Сейчас это 2500 пользователей и неуклонно растущее количество подключенных организаций. То есть, если 2 месяца назад я говорил, что их в районе 95, то сейчас их точно больше 100. Это подключаемые муниципалитеты. Карткирос, Усть-Кулом, Воркута сейчас там на стадии подключения. То есть, это возможность моментальной передачи документов. Это не потерянные документы. Это контроль за исполнением документов. Это возможность посмотреть, какие задачи на тебе или какие ты выдал за поручения и как они исполняются. На этот год стоит план все-таки внедрения единой комплексной медицинской информационной системы, чтобы обеспечить и наличие электронной медицинской карты гражданина, чтобы вы, обслужившись в любом из медицинских учреждений, попав в любое другое, врачи могли посмотреть, что с вами делалось в поликлинике, в другой больнице, чтобы это было не бумажными выписками, а опять-таки результаты ваших анализов, снимков, всего прочего, чтобы опять-таки вас правильно и позитивно диагностировать. В образовании большой проект сейчас ведется совместно, конечно, с Министерством образования. Это мы выбрали пилотный регион Ухту и разворачиваем там систему образования уровня муниципалитета, которая включает в себя и автоматизацию деятельности самого департамента образования, и электронные дневники, и социальная сеть учащихся, и социальная сеть в детских садиках для того, чтобы
родители могли уже формировать портфолио по своим детям, чтобы это портфолио из детского сада переходило там в школу и вообще было закреплено за маленьким гражданином, потому что там и его ранние рисунки, и его оценки, и его научные работы, и участие в олимпиадах. А для нас это впоследствии не что иное, как творческий или кадровый потенциал республики. Наша республика одна из самых, на самом деле, активных в части потребления как такового IT. По количеству персональных компьютеров на количество домохозяйств, по количеству, по объему трафика на единицу населения выкачиваемого, по количеству государственных услуг, ну или сервисов, которые были получены нашими гражданами посредством различных инструментов. Вот те же самые штрафы ГИБДД через информаты и так далее. Даже такой очень интересный показатель по количеству людей, зарегистрированных в единой системе аутентификации ЕСИА, то есть та государственная информационная система, через которую сейчас разрешено там голосовать, подавать общественную инициативу, получать государственные услуги. У нас на текущий момент времени зарегистрировано в ней 28 тысяч человек. То есть даже если брать от общего количества населения, это 3%. Это достаточно много по общей численности. А если брать от трудоспособного, ну или социально активного слоя, то есть который составляет не более 40% от общей численности населения, то мы получаем вообще там цифру близкую уже к 10%. И это всего там полгода существования этого сервиса. Как раз вот все признают, что у нас, кстати, количество программных продуктов, купленных там, и игрушек, купленных на душу населения в Республике Коми, достаточно высокий показатель. Будет потребление, мы не переживаем за это. Есть рейтинги, в том числе по IT, в которых мы находимся там, на 60-х строчках. Есть рейтинги, где мы находимся в четких позитивных середнячках, там 20-е, 30-е позиции. Есть рейтинг с точки зрения, допустим, отношения к нам курирующих органов власти, Министерства связи и массовых коммуникаций или, допустим, Управления информатизации администрации президента, они нас считают в числе тех 10-12 регионов, занимающих позитивно активную жизненную позицию. Мы прошли в наших отношениях такой сложный этап, когда Ростелеком считал, что вот их решение единственно правильное, но я объясню, почему мы в принципе во многом отказывались от базовых решений Ростелекома. Базовые решения Ростелекома предлагают использование так называемых облачных технологий, ну или иначе говоря, когда вся математика, вся технологическая часть находится в одном месте где-то, ну или там в удаленном месте, а рабочие места находятся непосредственно на Земле. Отсутствие каналов связи в Республике Коми сразу же говорит о том, что мы там, более чем в 40-50% территории нашей республики просто не сможем тогда в ближайшие годы, не то что сейчас, а в ближайшие годы получить доступ тогда к этим сервисам. Ну и в связи с этим мы разговаривали с Ростелекомом о возможности, так скажем, интегрированных решений, что вот часть облачная, часть необлачная, чтобы можно было где-то поставить сервера, а где-то нет. Но у них была жесткая позиция. Там, только облако, потому что вот у нас облачная технология О7, поэтому вот будьте добры. В связи с этим у нас и был конфликт, он был архитектурный. Но когда я уже в Москве, на уровне Москвы смог доказать, что у нас все не так просто,
Ростелеком автоматом согласился и сказал, что давайте, только единственное, что просим не быть оппозиционерами. То есть не внедрять что-то такое, что будет потом несовместимо с облачными там, или общегосударственными технологиями. Но мы никогда не были оппозиционерами, мы всегда шли в конструктиве, и поэтому наши технические задания во многом, даже если посмотреть наши последние проекты, нам технические задания на наши решения разрабатывает Ростелеком. Меня, конечно, меньше интересует конкретная айтишно-гаджетная продвинутость конкретного руководителя муниципального образования, поскольку важно не то, как он дружит с техникой, а как он организовывает работу у себя и вокруг себя по этому поводу. Если у нас и часть министров, которые еще ни разу там не заходили в систему электронного документооборота есть, но при этом есть те, которые там выстраивают вокруг этого проблему, а есть те, которые организовали так работу секретариата и вокруг себя, что ни у кого даже нет сомнений, нет вопросов о том, что он просто там гений СЭДа. Я могу сказать, те муниципалитеты, с которыми нам реально очень комфортно работать. Там, это Усть-Кулом, Карткирос, Воркута, Усинск, Инта, до недавнего времени Ухта, с которой было удобно, конечно, очень работать, потому что она была, наверное, одной из самых продвинутых. Для нас очень неожиданно было, что первый муниципалитет, который попросил, и не только попросил, но даже внедрил у себя электронный документооборот, это был Карткирос. Но после того, как, в общем-то, мы осознали, что это просто человек с регионального уровня, поработав в СЭДе, попал на региональный и понял, что ему там очень сложно без СЭДа. Поэтому вот так получилось, что, конечно, господин Гончаренко очень быстро пришел к тому, что без СЭДа грустно и тяжело. Минфин прежде всего, конечно. Минфин, это мы с Минфином говорим на одном языке, но здесь даже, ну что здесь сказать, Минфин самый продвинутый, конечно. Дальше очень комфортно работать с Диной Константиновной ЗАГС, потому что она понимает, что без информационных технологий она далеко не уедет, и очень большое внимание и у себя отдает, и очень комфортно работать. Министерство экономического развития в целом достаточно продвинуто, но пока, конечно, хотелось бы там более активно, чтобы они использовали технологии. А дальше все видно по концепциям. Где у нас есть концепция? У нас концепция культуры. Самая первая концепция у нас была написана, концепция информатизации здравоохранения. Вот. Но, к сожалению, дальше концепции все почти не пошло. И как раз сейчас это... Мы много времени там, конечно, потеряли. Могли быть одними из лучших в стране, реально, в свое время. Мы были готовы к этому, и мы, и наш Минздрав, но, к сожалению, немножко не получилось. Вторая концепция, которая у нас появилась, концепция информатизации культуры. Алексей Просужих очень комфортный и правильный партнер с точки зрения внедрения информационных технологий. Мы много об этом не говорим, но там много чего идет и много чего сделано. Дальше концепция системы 112, но в данном случае мы понимаем, что вообще весь блок Константина Юрьевича, конечно, наиболее продвинут, ну или наиболее требователен к информационным технологиям, потому что просто требователен сам заместитель главы в данном случае. И у нас и по ЖКХ много проектов ведется, и лесные пожары как система, которая у нас появилась, которая одна из лучших сейчас в стране, но однозначно это уже всеми признано.
Что сейчас позволяет карта, кроме платежного поручения, платежной карты, простой платежной карты? Первое. Я вот писал в своем твиттере о том, что я с помощью карты зашел на портал государственных услуг, нашел свой штраф ГИБДД, полностью оплатил, полностью прошел жизненный цикл с картой. Помимо этого, из полезных, реально полезных вещей, в пилотных школах в Ухте сейчас мы начинаем выдавать универсальные электронные карты как способ идентификации в системе, и в дальнейшем это будет карта школьника в части и без суммовой оплаты за питание, и возможности получения им соответствующих социальных скидок где-то, и возможности заходить в свой электронный дневник и так далее. Мы, наверное, откажемся на этом этапе от реальной скуды, системы физического ограничения входа в школу, поскольку очень много вопросов сейчас это вызывает и у пожарных, потому что это все-таки и пути эвакуации и так далее. Поэтому мы сейчас делаем системы, которые позволяют, они не являются преградительными, но являются идентификационными. Вошел в школу, кликни, твоя мама получит смс-ку, что ты в школе. А потом, если ты не кликнул, ты ей будешь объяснять, что ты был в школе, но не кликал. Это уже не наши проблемы. Дальше самый большой проект, который сейчас будет привязан к универсальной электронной карте, это, конечно, проезд в транспорте через электронный билет, через электронный проездной. Многофункциональный центр – это проект, который обеспечит возможность получения практически всех государственных услуг в одном месте. Причем в данном случае мы говорим и о федеральных услугах, то бишь это и подать заявление на паспорт, на загранпаспорт, получить СНИЛС, записаться на регистрацию брака и так далее. Региональные услуги – это все, что касается… региональный уровень – это в основном, конечно, это доплаты, это то, что касается социалки. Большая часть, максимальная часть региональных услуг – это социалка. Таким образом, такие услуги, как выдача справки, на самом деле уйдут в никуда, потому что сама по себе справка, она станет бессмысленной, потому что гражданин будет приходить не за справкой, а за услугой. И самое главное, что гражданин не будет задумываться о том, еще раз, федеральный, муниципальный, региональный уровень. Нужен паспорт – пришел, нужны дрова – пришел, родил ребенка, пришел за пособием по ребенку или за материнским капиталом. Независимо от того, какой это уровень. При этом окошки многофункциональных центров должны появиться во всех населенных пунктах численностью более 1000 человек. 1000 человек и более. Понятно, что одна из задач, которая решалась в том числе на федеральном уровне, когда вводились электронные услуги или многофункциональные центры, это отстранение гражданина от тела чиновника, то, о чем мы и говорим. И, соответственно, считается, что это в том числе и для того, чтобы убрать коррупционную составляющую, то есть чтобы не было возможности вымогать. Давайте мы, допустим, примем, что у нас честные чиновники, и, соответственно, у нас никто не вымогает. Но, с другой стороны, есть старая добрая история по поводу того, как в одной арабской стране очень быстро пришли к тому, что женщины перестали ходить в паранже. И не знали, как за один день их всех заставить ходить в паранже. Их пытались наказывать, судить, не помогало ничего. Но в один прекрасный момент времени был издан указ о том, что начиная с завтрашнего дня всем проституткам, прошу прощения, разрешено ходить без паранжи. И на следующий день ни одна женщина на улице не была без паранжи. Так же и здесь.
Мы скажем, что мы всем взяточникам разрешаем обслуживать граждан непосредственно в органе исполнительной власти. Ну и все. В конце прошлого года республика выступила с инициативой провести всероссийский конкурс проектов в области региональной и муниципальной информатизации. Объясню, почему это было нужно республике. Потому что, несмотря на то, что мы достаточно прогрессивные и быстро идем вперед, все равно всегда хочется списать у отличника. Ну, для того, чтобы не тратить время, для того, чтобы посмотреть, что сделали там другие регионы в этой предметной области. Поэтому для нас это смотр строя и песни, и, соответственно, мы можем выбрать лучшие проекты и взять их как best practice для того, чтобы взять либо перенести опыт в явном виде, клонировав решение, либо подглядев и взяв оттуда технические задания, концепции и прочие всякие документы для того, чтобы скорректировать свои шаги в данной предметной области. Вот. И когда я обратился к другим регионам с данным вопросом, в принципе, многие регионы поддержали, сказали: да, отличная идея. Мы вышли на администрацию президента с этим предложением. Администрация президента поддержала проведение первого всероссийского конкурса. Конкурс проходит в 2 этапа по принципу Евровидения. Первый этап – это все регионы могут голосовать за проекты или за любые проекты, кроме своего региона. В каждой из номинаций образование, там 7 номинаций: образование, ЖКХ, социальная сфера, обеспечение безопасности жизнедеятельности, популяризация, ну, и так далее. Вот. Выбираются после этого лауреаты, то есть по 3 лучших проекта в каждой предметной области. И дальше уже выбирается регион для проведения финальных мероприятий, где собираются регионы и уже заслушивают доклады по каждому из направлений лауреатов и выбирают все-таки 1-е, 2-е и 3-е место. И уже дальше церемония признания, церемония награждения и так далее. В данном случае мы как раз заявились и претендуем на проведение финальных мероприятий непосредственно в Республике Коми. Ну, надеюсь, что все-таки все это утвердится, согласуется, и финальные мероприятия действительно пройдут в республике. Это было бы очень почетно с разных точек зрения. И признание республики как инновационной в этой предметной области, в IT. И, в общем-то, принять представителей других регионов, там, в числе там, 40, 50, 80 регионов, министров информатизации или даже вице-губернаторов, которые приедут сюда защищать свои проекты. Это, конечно, с нашей точки зрения большой престиж для региона. И мы приложим все силы для того, чтобы это было у нас. В последнее время редко мы слышим такие мощные, серьезные, профессиональные нападки в нашу сторону. Даже иногда интересно, выходит статья из, допустим, критических замечаний, там, желание подстричься. Ну, значит, это, там, в общем-то, к чему-то другому сложно придраться. Вот. Но если серьезно, то, конечно, это была большая работа в том числе и по привлечению. Но мы пошли другим путем. Мы, во-первых, всегда были открыты. Мы всегда говорили: если есть чего сказать, приходите и рассказывайте. Если есть понимание, как сделать по-другому, приходите, мы услышим, дадим в руки кувалду, там, наковальню и все остальное, и работайте. И через нас прошло очень много той самой, то, что можно сказать, элиты IT-сообщества или там даже иногда оппозиционные элиты. И когда они действительно столкнулись с реальными задачами, которые мы решаем, некоторые из них просто осознали и поняли. Многие из них остались с нами и сейчас, в общем-то, куют вместе с нами то самое наше IT-будущее региона. И, там, не побоюсь сказать, во многом, наверное, даже и немножко страны. Вот. А многие просто поняли, что тут надо работать.
Тут надо работать и работать с потом и с кровью. И те задачи, которые мы решаем, они абсолютно нетривиальные. И они ушли, избежали. Ну, дальше, поэтому, наверное, все меньше и меньше таких заявлений, и все меньше и меньше нападок, и все больше и больше как раз скорее уважительных или рекомендательных. То есть к нам теперь чаще приходят и предлагают, говорят, давайте сделаем, а можем ли мы сделать с вами вот это, а мы предлагаем вот построить вот такое или вот так. Поэтому, ну, вот, наверное, это основное, что было сделано. Но мы и дальше остаемся открытыми и всех зовем к нам на работу, потому что работы много-много-много-много.